на Михайловской площади. Тут представлены узори військової техніки Російської Федерації, які були знищені у часи бойов за весь час повномасштабної війни. Ну, это, например, это БМП-2. Это дальнейшая модификация БМП-1. Хоча за все вона заходила якраз з території Білорусі. Про що на це свідчить? Це якраз таки тактичний знак у вигляді літери О. Такий самий знак можна бачити і спереду машини якраз таки. У нас така ж сама є на озброєнні, до речі, трофейна російська. Це якраз під час наступу на Херсонщину нам вдалося затрофеїти одну з таких от БМП. І зараз вона в складі полка Калиновського виконує бойові задачі. Слава Україні, жай Білорусь. Мене звати Овчинников Олег, мой позывной Альгерт. Я боец-минометчик батальйону «Террор», полку Калиновського. В далеком 2014 году, тут, коли были події Майдана, тут размещался так называемый Михайловский Майдан, и тут так само были наши белорусы на Михайловском Майдане. Тут 26 студня 2014 года отспевали нашого уже огульного українсько-білоруського героя Михася Жизневського. Це був один з перших загиблих на Майдані, і, до речі, його гибель якраз таки примусила мене залишитися на більш довгий термін тут на Майдані. І це причина примусила мене залишитися якраз таки до 10 лютого 2014 року. І то, напевно, я б додому не поїхав би, коли б у мене 11 числа не був би день народження, і по закону не треба було в цей день паспорт міняти. У виніку приїхав я додому і написав заяву, щоб мені забили паспорт новий за 2 тижні. І в кінці другого тижня мені поступила інформація, що мною цікавляться наші так звані органи правоохоронні. І з тих пор безвиїзно знаходжуся тут, на території України. 8 лютого 2023 года. Бахмут наш був, єсть і буде. Слава Україні! І жиє Білорусь. Воюємо ми, особисто я, починаючи з перших днів, як почалася повномасштабна війна, і одразу як попав у наше білоруське підрозділення. Тоді воно називалося «Білоруська рота» при 205-му батальйоні тероборони спецпризначення «Азов». А далі, коли ми об'явили про створення нашої білоруської одинки, яка тоді носила назву батальйон Калиновського, і з тих самих пор я разом з цим підрозділенням проходжу всі кропки війни цієї. А зараз ми з вами знаходимося у Ірпені. Це доволі таке знакове місце якраз для оборони Києва і Київської області. І тут, як ви бачите, знаходиться от таке графіті, яке написав якраз наш білорус Зміцер Террора Панасович якраз у день своєї смерті 25 соковика 2022 року. Ми не померли, ми тут, ми на захисті Києва. Слава Україні, живе Білорусь, разом до перемоги. Василя Парфенкова, який мав позивний Сябро, я відав особисто ще з кінця 2014 року. Він був політв'язним ще у Білорусі, і він сидів якраз за події площі 2010 року. Як тільки він вийшов на волю, він тоді переїхав до нас в Україну. І на одній з акцій ми з ним познайомилися. Це було 26 червня 2022 року. Це був Лисичанськ. Це якраз коли основні війська українські відходили з Лисичанська. Група Бреста залишилася прикривати відход. І так вийшло, що першу атаку військ не відбили російських, а потім на них виїхали російські танки. Цю атаку вони, на жаль, великі не відбили. Так само двоє наших потрапило в полон. Сергій Клещ і Ян Джурбейко Тромблі. Джурбейко Ян Эдвардович, 13.01.96 года. Родился в Республике Беларусь, Минская область, Минский район, агрогородок Лесной. За все, де ми з ним побач були, він навіть жив у мене десь 3 місяці на квартирі моїй. Разом ми потрапили у роту білоруську, а потім і вже разом підписали контракти усі білоруси, що тут знаходилися. І з тих пор так само були разом. Але потім потрапив я в батальйон «Террор», а він потрапив в батальйон «ВОД». І з тих пор ми були по різних батальйонах, але завжди тримали совість разом і коли була тримачимость, завжди бачилися.
Ну, а потім було 26 червня, і така новина була погана, тому що ми перший час думали, що загинули всі. Але потім росіяни виклали відео, на якому був допит якраз Яна і Сергія. І перша моя думка була, що слава Богу, вони живі. Вони у полоні, але вони, слава Богу, живі. Бо він мій сябр, і тому я був вельми радий, що він живий. Ну, але поки він до сих пор знаходиться у полоні росіян. Далі буде перемога. Ну, просто по-іншому бути не може. Іншого варіанту я і не бачу. По-перше, це вихід на кордони 91 року, по-друге, це розвал Росії. Бо розвал Росії – це єдине, що дозволить вижити Білорусі і дозволить вижити Україні. Тому розвал Росії – це єдина умова перемоги України в цій війні. Мой совет всем мигрантам, кто переживает тяжело миграцию, разрушение своего старого мира, как можно быстрее растождествиться, то есть разделиться со всеми старыми ролями и образами. Если вы крепко были привязаны к вашему статусу, положению в обществе, просто нужно вспомнить себя в подростковом возрасте, когда ты никто, и это никак не мешает тебе дышать полной грудью. Сегодня ты уборщица, завтра продавец, послезавтра специалист по продажам, а еще послезавтра какой-нибудь другой специалист. Это на самом деле ничего не меняет, это просто ярлык. Вот ваш уровень сознания и способности наслаждаться жизнью, потому что то, что вы видите сейчас за мной, не все способны порадоваться даже этому. Пропустить можно самое главное. Мы живы, на свободе, дышим, в прекрасной стране, в которой у тебя будет все. Красота, спокойные люди кругом, другой уровень развития цивилизации, я бы так сказала. Город Вилисау. Это маленький 3000-й городок, такая типичная Швейцария. 90% населения – это швейцарцы, и школа считается самыми лучшими рейтингами в центральной части Швейцарии. Дети разделены по возрастам, у каждого свое здание возраста, которое оснащено под этот возраст. Здесь не говорят ребенку: ты не должен бегать на перемене. Здесь ему говорят: иди бегай и двигайся на улице. Здесь 4 футбольных поля, здесь площадка для баскетбола, площадка для волейбола, здание для борьбы, бассейны. И мы пользуемся этими благами бесплатно, кстати. Конкретно в нашей школе они нашли спонсоров, которые оплачивают все школьные кружки. Швейцария не заинтересована в медалях, она заинтересована в здоровом населении. Поэтому время именно школьное, то есть до 16 лет, полностью насыщено спортом, и у ребенка есть все возможности расти, развиваться здоровыми. А после 16 лет это уже остается как привычка. В Швейцарии мы оказались, как и многие сейчас, из-за войны. Мы бы жили в Украине, купили дом и делали ремонт, но началась война. Швейцария – одна из немногих стран, которая без вопросов предоставляла белорусам, оказавшимся легально на территории Украины на момент начала войны, здесь убежище. Если ты способен обучаться, Швейцария – страна для тебя. А сейчас, спустя 1,5 года, работаем оба, я и мой муж, уже на хороших постоянных контрактах здесь, и, соответственно, можем сами оплачивать свои счета, что делает нас невыносимо довольными жизнью, потому что не чувствовали мы себя комфортно, находясь на социале, не сколько по каким-то внешним причинам, а сколько по внутренним. Когда тебе уже немного за 30, и все надежды выйти замуж за принца тебя оставили, ты просто чувствуешь себя самостоятельным взрослым только когда платишь за все сам.
Швейцарию я знала как страну с альпийскими горами, коровками на фоне зеленых лугов. И это все, что я знала о Швейцарии. И только когда мы уже сюда ехали, я узнала, что это страна со старейшей демократией, в которой работают институты, до сих пор есть прямого голосования. Это когда люди собираются в один день в году на площади и решают поднятием рук все вопросы своего города. Да. Это страна, в которой референдумы происходят по 5 раз в году по любому вопросу. То есть жители каждого, давайте так, вот кантон – это как район, да, в Беларуси. Жители каждого района решают, как именно они хотят жить, какие налоги они хотят платить, что они хотят, чтобы в эти налоги включалось, то есть оплата, доступность каких услуг. Люди не собираются на протесты на швейцарских улицах и городах, потому что у них на стадии возникновения некого конфликта в обществе уже происходит множество действий, которые решают эту проблему. Они собираются на этих улицах отмечать национальный праздник. Фастнахты, Пасхи, зажигание фонарей детьми там происходит. И вот это да, тогда весь город здесь, тогда слышны звуки музыки, барабаны, все пьют чай или вино, глинтвейн, и ярмарки собираются. Вот это вот им понятно. Оглядываясь назад на наш протест, на то, что происходило в Беларуси, я могу сказать только о себе, что я ответила на требования того текущего момента максимальным способом своим, которым могла ответить. Наша задача была тогда не молчать и говорить громко. Я была максимально громкой. Сейчас здесь я стою в Швейцарии, то есть я, по сути, получила то, за что сражалась на улицах Минска. Перемены. Нам говорили, вот вы хотите перемен, вот мы их получили. Все в той или иной степени. Все, кто хотел стабильности, он остался в стабильности в Беларуси. Тоже ничего не изменилось. Вселенная выполняет все наши желания. Оказалось мое место вот сейчас здесь. Буду надеяться, что когда-нибудь понадоблюсь и в своей родной стране. Меня зовут Максим, я из Жизни. Вместе с ребятами из корпуса мы делали музыкальный перформанс протестанции. Политикой я начал следить и интересоваться в 2000 году. Я против насилия, и если это сопротивление, то это мирное сопротивление. Музыка переключает, музыка дает другое настроение. Ну и хотелось, да, просто людей переключить и выключить у них агрессию. И как бы эти протесты и все движение в Минске, оно показывало, что ты не один такой. Ну, как бы на самом деле весь город такой. Через год после этого перформанса меня арестовали. Присудили 3,5 года химии с направлением. Где-то через 10 дней я покинул Беларусь. В какой-то момент я жалел, да, конечно. Ну, и сейчас, наверное, если бы можно было сделать так вот, ну, переключить, я бы, конечно, переключил так, чтобы этого всего не случилось. Ну, либо, может быть, сам Вообще не понимаю, как можно воевать или доказывать что-то силой. В целом я не оставил то, чем занимался в Беларуси. Я точно так же делаю декорации. Первое, что мне нравится в Варшаве, это велодорожки. В Минске такого не было. У меня с 2012 года фикс, но в Минске я мог себе позволить кататься только за городом. Здесь же все наоборот. Нету барьеров, инфраструктура развита. Возможно, Минск мог бы быть таким, как Варшава. Здесь меньше страха, чем в Грузии, например. Были ощущения, что Грузия может стать такой же Беларусью. Я бежал в Грузию, пробыл там год, и в феврале 23-го приехал в Польшу.
казалось, что на тебя как-то смотрят по-другому, потому что ты эмигрант. А ты живешь здесь год, ты потихоньку начинаешь понимать, как здесь все происходит, общаешься с местными. Учишь язык, подхватываешь какие-то слова. Спок. Это отличное слово. Паровозик ездит. Чух-чух-чух. Красиво выходит оттуда. Не спешить никуда. Споко. Вот тебе. Мне нравится процесс. Мне нравится просто погружаться на фотографию, замирать, ловить кадры. Я все время фотографирую, я ничего не выкладываю. Я просто собираю это. Это моя память. Опа, 2012. Так, вот эти ощущения, класс. Был обмен фотографами в Жодино и в Минске-Мазовецком. Это был обмен между двумя похожими городами. Мы поснимали свой город Жодино и поехали к ним в Минск-Мазовецкий снимать. И мы своими глазами показали их город, но их к нам не пустили. В последний момент отказали в визах. Я смотрю на фотографии и вспоминаю те ощущения, которые были в какой-то момент. В Жодино в детстве мы все тусовались по подвалам, делали себе каморы, отдельные какие-то жилища, где мы могли тусоваться с ребятами. Это мне нравится. Это напоминает мне, кстати, Жодино, вот такие вот вещи. В Жодино было много заброшенных мест, и в основном это какие-то заводы, производство. И да, и мы лазили по таким местам, они мне казались вообще всегда такими, колоритными, интересными. В них есть жизнь. Это такой просто тренажер, успокаивающий и массажирующий пальцы. В такой момент либо ты принимаешь эту действительность, либо ты остаешься в этом состоянии депрессивном. Нет, я не хочу больше в это погружаться. Можно идти вперед. И вот надо и двигаться вперед, не стоять на месте. Пры якіх умовах нашыя героі вернуцца на радзіму, чаго ім не стае на новым месцы, што важнае даў ім пераезд. Адказ у апошняй частцы праграмы. Беларусы – это найлепшыя ваяры сярод іназемных добровольцаў в Украине. Белорусы – это больше, чем просто белорусы. Я не хочу выделять кого-то. Очень много людей прекрасных, очень много людей добрых, очень много людей талантливых. Найлепший, найвыбитный белорус – Калиновский. Маша Колесникова. Нет, не сталкиваюсь ни с какими стереотипами. Только с позитивными, что белорусы очень воспитанные и трудоспособные люди. Стереотипы были такие, что у вас хорошие дороги, у вас заводы працують, у вас хороший батько. І так потратилося до самого дня початку полномасштабной войны. Будут нести ее очень много испорченными отношениями, надолго испорченными отношениями с соседями, да. За это весь мир должен нести отказность, мне кажется. Одни, хто повинні нести відказність за ті події, це Лукашенко, його режим, його допомагати. А со зрадниками ми обов'язково розберемося. Очень со спорами, с дискуссиями, только в них и может что-то родиться, какая-то истина. Будущая Беларусь буде європейською, свободною, правовою, національною і незалежною. Швейцария, очевидно. У будущому лепшими сябрами Беларусь повинна стати Україна, Польща і Литва. Когда там будет демократия. Когда будет конкретное место работы, место в обществе, в которое можно будет вернуться. Мой перший день у вольной Беларуси я проведу, напевно, в своем родном городе. Мне хотелось, чтобы это был летний день. Почему-то. Чтобы действительно было приятно, чтобы тебя радовали краски. Очень теплым и обнимающимся будет он. Сил.
Не верить, что все, что кажется сейчас бесперспективным, таким и является. Сохраните себя, ребята. Тим, хто зараз є в Білорусі, скажу сказати одно. Тримайтеся, вірте у нас і не поставляйтеся, тому що ви наш ресурс. Ви наша допомога у будущій визволенні Білорусі.